Здравствуйте! В эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Юлия Апел. Наша сегодняшняя программа посвящена Борису Немцову, политику, оппозиционеру, убитому выстрелами в спину в ночь с пятницы на субботу в самом центре Москвы. По всему миру прошли акции памяти Бориса Немцова от Вильнюса до Нью-Йорка, от Лондона до Киева. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий убийства оппозиционного политика. Кто стоит за убийством? Оппозиционеры винят власть, власть называет убийство провокацией. О развитии событий в Москве расскажут наши коллеги из Праги. Сергей. Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Первые весенние дни этого года со слезами на глазах. Сначала в смерть Бориса Немцова верят немногие. Как это возможно убить известного политика, да еще в 2 шагах от Кремля? Потом оказывается, все правда. Немцова больше нет. Эти пули в Москве, как снаряды в Украине, делят историю путинской России на до и после. Будут сходиться во мнении пришедшие на марше памяти. Известный поэт Орлуша напишет: «В строю российской небесной сотни правофланговым Борис Немцов». Сегодняшний выпуск полностью мы посвятим человеку, чей правый фланг стал центром единения в эти дни. Газета «Коммерсант» опубликовала сообщение о том, что камеры на месте убийства Бориса Немцова были отключены для профилактических работ. Однако сегодня Департамент информационных технологий Москвы сообщил, что все камеры в городе работали в штатном режиме, и их данные доступны для следствия. Большой Москворецкий мост, где был убит Немцов, не попадает в зону обзора видеокамер Федеральной службы охраны России, сообщил официальный представитель ведомства. Единственная запись, которая попала в СМИ, это кадры с всепогодной камеры, которая весьма общим планом показывает происходящее. Президент России назвал убийство Немцова провокацией. Вот что сказал нашему корреспонденту пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент сразу же дал указание сформировать следственную бригаду, состоящую из 3 ведомств: Следственный комитет, МВД и ФСБ. И это дело, соответственно, находится абсолютно под полным контролем руководителей и персональным контролем руководителей этих 3 ведомств. Вот эти вот рассуждения, под чьим контролем находится, знаете, это скорее какие-то такие журналистские экзерсизы, не более того. Понимаете, если вы спрашиваете, находится ли оно на под приоритетным контролем, однозначно ответ «да». Следственную группу по делу об убийстве Немцова возглавил генерал Игорь Краснов. Он известен расследованием громких дел в отношении националистов. Среди них убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин перечислил основные версии убийства российского оппозиционера. Убийство могло быть провокацией для дестабилизации политической обстановки в стране. Будет проверяться и проверяется уже версия, связанная с внутриукраинскими событиями. Не секрет, что среди обеих конфликтующих сторон есть очень радикальные персонажи, не подчиняющиеся никаким властям. Известно, что Немцов планировал в ближайшее время опубликовать доклад об участии российских военных в боевых действиях в Донбассе. Борис публично объявил, что должен обнародовать убедительные доказательства участия российских вооруженных сил в Украине. Кто-то очень этого боялся. Борис не боялся, палачи боялись. Они его убили. Рядом с Борисом Немцовым в момент убийства находилась украинская модель Анна Дурицкая, которую под усиленной охраной продолжают допрашивать в Следственном комитете. Александр Касаткин. «Настоящее время». Борис Немцов. Все последние дни мы записывали соратников политика. Сейчас покажем их заявление. Я лишь добавлю, это только часть тех, кому мы дозвонились или кому приехали с камерой. Многие до сих пор не в состоянии говорить о произошедшем и комментарии просили отложить. Влюбленный в жизнь человек, который наслаждался каждой секундой своей жизни. Это человек, который умел совершенно фантастически заражать энергией. Немцов был громкий, радикальный, но он не представлял опасность для кого. Он был символом, поэтому убивать символ очень выгодно многим, как это ни странно. Если бы он был преступником, замешанным в финансовых операциях, это было бы в темноте и максимально не демонстративно. А символ всегда убивает демонстративно. Он был символом оппозиции, символом свободы, символом 90-х, символом европейского пути, символом ельциновской эпохи. Он же был фактически преемником в начале самого Ельцина. Ему действительно была свойственна такая упертость, причем не мрачная, не маниакальная, а какая-то
веселая упертость. То есть если он видел или ставил перед собой какую-то цель, он пер как такой веселый танк. Он способен решить абсолютно любую проблему одним звонком. То есть если вот завтра утром как-то уговорить, допустим, Шевчука, чтобы он приехал сюда из Петербурга, или не хватает там каких-то сотен квадратных метров баннерной ткани, или нет необходимых камер, или вот чего-то такого. Немцов всегда был способен решить любую проблему моментально и даже особенно не напрягаясь, просто как-то весело и лихо. Борис Немцов мой давний многолетний личный друг и соратник. Конечно, мы много чего с ним в жизни, так сказать, пережили, много чего обсуждали, но как целеустремленный, веселый, жизнерадостный, добрый, честный человек, он никогда то, что называется в России, не подставлял, или то, что он обещал, всегда исполнял свои обещания, и поэтому был настоящим партнером. Он был бескомпромиссный по ценностям, ценности, которые мы исповедуем. Он никогда не шел на компромисс с совестью и вразрез с этими ценностями, но то, что называется последовательный борец. Это серьезнейшая утрата, и очень трудно ее восполнить. Я пока еще даже не представляю, как это можно сделать. Мне его бесконечно жаль, я его знал не близко, но знал, и у нас с ним были очень такие хорошие отношения. Я только могу выразить свое горе по поводу того, что произошло, и сказать, что ответ на вопрос «а кто?», «а почему?» для меня остается открытым. И он мне всегда казался человеком необычайно обаятельным, легким, уважительным, и вообще с ним было как-то легко и хорошо. Но, конечно, он же еще и был важной и символической фигурой. Условно говоря, он был воплощением жизни, и его убили мертвецы, которые совершенно искренне не выносят и ненавидят все живое. А он был очень живым таким человеком. Вот среди всех так называемых лидеров оппозиции он излучал витальность такой, был очень какой-то живой, очень бесстрашный, очень легкий человек. Легкий до легкомыслия. Это легкомыслие ему многие даже ставили в упрек, но мне от этого в нем всегда нравилось. Настоящие герои ложатся в могилу. И, скажем честно и откровенно, ни за что. Он был человеком смелым в Кубе. Я не мог бы себе позволить говорить то, что говорил он, писать брошюры, которые он писал, выступать на митингах совершенно с невероятными словами, обвинениями. Он был человек масштаба. По всей России прошли марши памяти. Имя Борис превратилось в глагол «борись». Такие плакаты держали даже те, кто, по их признаниям, обычно на митинги не ходит. А тут, признаются, просто не смогли остаться дома. О том, как встала Россия, чтобы сказать «я не боюсь», Екатерина Кочкина. В Москве люди вышли на траурный митинг с портретами Бориса Немцова, плакатами «Эти пули в каждого из нас», «Я Борис» и «Герои не умирают». Светлая память герою нашему, Борису Немцову. Давайте объединяться. Борис Ефимович, ваше дело будет продолжено. Мы не боимся! Мы не боимся! Мы не боимся! Жители Петербурга до убийства Немцова собирались провести антивоенный марш, но изменили свои планы. Шествие к Марсову полю частично перекрыло движение в центре города. Суды подмяты под властью. Прокуратура не здесь. В Воронеже активисты собрались с антикремлевскими лозунгами. Митингующих окружили активисты с флагами в виде георгиевских лент. В Красноярске произошла похожая история. Среди пришедших почтить память Бориса Немцова стояли люди с плакатами «Пятая колонна. Вон из России». То
Собравшиеся на акции в Казани требовали наказать за халатность правоохранительные органы, не предотвратившие гибель Немцова. Уголовные дела за халатное отношение к своим обязанностям должностные лица, допустившие саму возможность расстрела человека в центре Москвы. В Омске несогласованную акцию памяти прервали бегущие студенты. В Нижнем Новгороде, где в 90-е годы Немцов работал губернатором, прошла серия одиночных пикетов, к которым позже присоединились люди, проходившие мимо. Акции памяти Бориса Немцова, убитого в пятницу вечером в Москве, состоялись и за пределами России. La Russie sera libre. La Russie sera libre. La Russie sera libre. La Russie sera libre. Гражданская панихида по Борису Немцову завтра в Сахаровском центре Москвы. После этого похороны на Троекуровском кладбище, где будут многие соратники убитого политика. Среди них не окажется Алексея Навального, которого суд отказался отпускать для прощания. По мнению судьи, его приводит «Медуза», они с Немцовым были недостаточно близко знакомы. Напомню, Навальный под арестом с конца февраля, ему дали 15 суток за раздачу листовок в метро. Большинство постов в социальных сетях и заявлений на лентах информагентств в эти дни связаны с Борисом Немцовым. О нем пишут, читают, думают и скорбят даже те, кто практически ничего не знал об этом человеке. Мы собрали воедино все политические вехи его жизни. Борис Немцов родился 9 октября 1959 года в городе Сочи. В 90-м участвовал в создании Нижегородского политического движения «Кандидаты за демократию». В том же году был избран народным депутатом РСФСР по Горьковскому национально-территориальному округу. В 91 году в возрасте 32 лет назначен губернатором Нижегородской области, став самым молодым руководителем региона в России. В 1993-м избран в Совет Федерации России от Нижегородской области. 17 марта 1997-го указом президента Бориса Ельцина был назначен первым заместителем премьер-министра России Виктора Черномырдина. С 2000 года возглавлял фракцию «Союз правых сил». После поражения СПС на выборах в Госдуму в 2003-м снял с себя полномочия сопредседателя партии. 26 апреля 2009 года участвовал в выборах мэра Сочи. Занял второе место, проиграв кандидату от «Единой России». В октябре 2012 года вошел в Координационный совет российской оппозиции. Принимал участие в московских митингах на Болотной площади и проспекте Сахарова. 27 февраля 2015 года Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту. Женева. Там сегодня говорили об Украине, Сирии и Иране. Встречались министр иностранных дел России Лавров и госсекретарь США Керри. От подробных комментариев итогов переговоров стороны отказались. Лавров был недоволен дисбалансом в Европе. По его словам, по-прежнему оперативно развернутое ядерное оружие США, способное достичь России, в то время как Москва нестратегический ядерный арсенал сократила. В своей речи российский министр коснулся убийства Бориса Немцова. И уж совсем кощунственно использовать такие трагедии, как подлое убийство Бориса Немцова, для попыток подменять органы следствия и правосудия, выдвигая откровенно политизированные, голословные и провокационные интерпретации. Это грязное преступление будет расследовано по всей строгости закона с тем, чтобы виновные не ушли от ответственности. Смерть Бориса Немцова – главная тема и в США. Далее у нас эфир из Вашингтона. Юлия, продолжайте. Сергей, спасибо. Убийство Немцова осудили мировые лидеры, ведущие правозащитные организации. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что шокирован известием о жестоком убийстве и ожидает, что виновные будут оперативно привлечены к ответственности. Президент США Барак Обама отметил в специальном заявлении:
Я восхищался мужественной самоотверженностью Немцова в борьбе против коррупции в России и был признателен ему за готовность делиться со мной откровенными взглядами, когда мы впервые встретились в Москве в 2009 году. Мы выражаем наши искренние соболезнования семье Бориса Ефимовича и россиянам, которые потеряли одного из самых преданных и ярких защитников их прав. Это слова американского лидера. Правозащитная организация «Международная амнистия» отметила, что в России уже есть целый список нераскрытых политических убийств и нападений, расследование которых находится под так называемым личным контролем высокопоставленных чиновников. Мы не должны допустить, чтобы имя Бориса Немцова стало всего лишь еще одной строчкой в этом списке, призывают правозащитники. Госсекретарь США Джон Керри перед вылетом в Женеву, где он встречался с главой МИДа России Сергеем Лавровым, дал интервью телеканалу ABC. Керри отказался говорить, есть ли у администрации США свои соображения по поводу виновных в убийстве Немцова. При этом он выразил надежду на то, что соответствующие органы разыщут не только исполнителей дерзкого убийства, но и всех, кто замешан в этом преступлении, в первую очередь заказчиков. Мы надеемся, что будет проведено тщательное, прозрачное, настоящее расследование и будут установлены не только те, кто стрелял, но и заказчики этого убийства, если таковые были, те, кто инструктировал убийц и стоит за ними. 4 человек выпрыгивают из машины, я так понял, их было 4, в центре Москвы в середине дня. Это из ряда вон выходящая ситуация. Наши сердца с русскими людьми. Это был человек, который много работал над улучшением отношений с внешним миром. В качестве заместителя премьер-министра он много работал над улучшениями отношений между США и Россией. Его знали как вовлеченного активиста. Мы очень опечалены его убийством и надеемся, что власти проведут вызывающее доверие и прозрачное расследование, необходимое для того, чтобы установить личности тех, кто за этим стоял и кто был исполнителем. С наиболее резким заявлением выступила президент Литвы Даля Грибаускайте. Она написала в Твиттере сообщение, которое мгновенно разошлось по сетям. Убийство Бориса Немцова показывает, что Россия скатывается в темноту террора против собственного народа. Кому могла быть выгодна смерть Бориса Немцова? Комментарий Дэвида Крамера, старшего директора по правам и свободам человека в Институте Маккейна. Естественно, еще рано делать какие-либо заключения, однако мы говорим о среде, в которой подобные действия не просто не осуждаются, их одобряют. Лояльность к Кремлю демонстрирует различными способами, включая убийство. Безусловно, это убийство, которое получило самую широкую огласку. Однако убиты были и другие политики. Например, депутат Госдумы Российской Федерации и журналист Юрий Щекочихин, который занимался расследованиями взрывов 1999 года в Москве. Здесь же нужно вспомнить и журналистов Анну Политковскую и Наталью Астемирову и других. Это среда, в которой подобные преступления совершаются безнаказанно. Люди, ответственные за эти ужасные преступления, не несут наказания. Отсутствие верховенства закона и справедливости в России и стали главной причиной, по которой Конгресс США принял закон Магнитского в 2012 году. Появляется ощущение, что мы должны что-то делать извне. Лилия Шевцова и я только что опубликовали статью, в которой мы пишем, что если это была не первая башня Кремля, то это была вторая. Нельзя исключать никакие сценарии. Вопрос о том, кому это было выгодно, остается открытым. Газета «Вашингтон-Пост» пишет, у этого убийства потенциал открыть новую жестокую главу в политической жизни России. И в колонке мнений в газете «Нью-Йорк Таймс» статья журналиста, писательницы Маши Гессен, в которой она заявляет, цитата, «Кремлю удалось создать армию мстителей, которые считают, что они действуют в интересах страны, не получая при этом конкретных указаний. Несмотря на отсутствие политического влияния, господин Немцов был первой логичной целью для этой устрашающей силы». Конец цитаты. Мы побеседовали с президентом Союза правых сил Леонидом Гозманом. Его, как и Бориса Немцова, также причисляют к так называемым национал-предателям и пятой колонне. Но на самом деле, конечно, очень важно поймать тех подонков, которые стреляли и так далее. Но не менее важно понять, почему это произошло. Почему произошло? Потому что в стране развернута кампания дикой совершенно ненависти. Дикой ненависти. И если не от Рюрика считать, понимаете, а если смотреть по последнему времени, то, конечно, первым шагом и самым страшным шагом был тот момент, когда президент Российской Федерации, выступая, по-моему, с посланием Федеральному собранию, использовал словосочетание «национал-предатель» и пятая колонна. Национал-предатель — это просто из Mein Kampf, а пятая колонна, ну, вы знаете, 4 колонны наступают на Мадрид, а пятая там, значит, собираются ударить в спину защитникам города. Тем самым
Путин как бы сказал, что идет война. Но когда идет война, то начнут стрелять. Твои опричники, не твои опричники, по твоему приказу, не по твоему приказу, против твоего приказа. Это на самом деле уже не так важно, но стрелять начнут обязательно. И стрелять начали. Это эпохальное событие для нашей страны, кроме того, что это личная трагедия, это еще и событие очень важное, потому что это событие по масштабу последствий сравнимо с убийством Кирова, с поджогом Рейхстага, вот с такими событиями, которые дальше меняют, либо меняют вектор развития страны, либо меняют скорость развития страны. В нашем случае, боюсь, скорее скорость. Пройдена точка невозврата, мне кажется. Рамзан Кадыров обвинил западные спецслужбы в организации этого убийства. Рамзан Кадыров. Есть и другие светлые умы в России, кроме Рамзана Кадырова. Я вот слушаю всю последнюю ночь. Там такую ахинею несут, что вообще уши вянут. Ну, что делать? Ну, конечно, они будут обвинять западные спецслужбы, Госдеп, там еще что-то. Знаете, как кто-то сказал, у нас как кого-то убивают, так, значит, находятся люди, которые объясняют, что это более всего выгодно близким и соратникам погибшего, а также ему самому. Вот, ну, конечно. И слова известного советского диссидента и друга Бориса Немцова Владимира Буковского. Те обстоятельства убийства, которые описываются, указывают на то, что это профессионально сделано. Это не любитель, это не какой-то там рассердившийся какой-нибудь черносотенец или еще что-то. Нет, это то, что называется профессиональное убийство. Вот. Что за этим стоит, мы посмотрим. Как правило, их уши вырезают. Они как бы не умеют прятать уши до конца. Вот. Но я-то подозреваю, конечно, что это государственное убийство. Вот. И как бы убрать лидера, ну, это как бы такой типичный ГБшный ход. Вот. Так что у меня подозрения такие. Но, повторяю, пока данных нет, ничего конкретнее говорить нельзя. С пессимистическим прогнозом по поводу возможности наказать виновных в убийстве и вероятности других политических убийств в России выступил Билл Браудер, основатель фонда «Эрмитаж Капитал», в прошлом крупнейший иностранный инвестор в российскую экономику. Борис Немцов помогал ему в лоббировании закона Магнитского в Конгрессе США. Мнение Браудера по поводу версии о том, что оппозиция сама организовала убийство Немцова, чтобы раскрутить марш протеста. Я думаю, это полный абсурд. Такие же заявления делались по поводу убийства Сергея Магнитского. Это типичная дезинформация в стиле ФСБ. Абсолютно очевидно, что Борис Немцов задевал точки, которые были очень чувствительными для российского режима. Звал людей на митинги в период, когда в стране нарастает экономическое неблагополучие и негативные настроения, раскрывая личную коррумпированность Путина, говоря о том, что российские войска находятся в Украине. У него абсолютно понятный мотив для подобного шага. За Путиным также водится история удара по одной символической фигуре, чтобы запугать остальных в этой группе. В случае олигархов это было сделано с Ходорковским, с журналистами с Анной Политковской, с инвесторами это сделали со мной. Можно отметить много разных причин, по которым у Путина мог быть интерес это сделать, и будет наивным игнорировать то, что, по сути, он является одним из главных подозреваемых в этом убийстве. Акции памяти Бориса Немцова прошли не только в России, но и в различных городах США, в Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтоне. В Нью-Йорке активисты пришли к двум официальным зданиям, российскому консульству и зданию постоянного представительства в России при ООН. С нами на связи из Нью-Йорка находится наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, добро пожаловать к нам. Какое настроение было у людей на этих митингах? Юля, для жителей диаспоры, для диаспоры Нью-Йорка убийство Бориса Немцова стало таким же шоком, как для жителей Москвы, России и других диаспор в других странах. В прошедшие выходные здесь, в Нью-Йорке, была очень плохая погода, шел очень сильный мокрый снег, но, несмотря на это, люди приходили и к консульству, к постоянному представительству России при ООН. Пришли все, кого вот это убийство политика и оппозиционера не оставило равнодушным. Почтить память оппозиционера жители Нью-Йорка стали приходить еще в субботу. В воскресенье у здания российского консульства лежали цветы, и те, кто не побоялся снегопада, стояли с портретами Бориса Немцова и с антипутинскими плакатами. Возмущение, коротко. Тут больше ничего нельзя говорить. Что бы там ни выдумывали, чем бы не оправдывали, стараются всячески принизить значение этого убийства.
Ранее, до того, как известного оппозиционера застрелили в пятницу, активисты собирались провести в США в воскресенье акции протеста, приуроченные к российским, против войны в Украине и политики президента Путина. Теперь к одной трагической теме добавилась другая. В Нью-Йорке, толерантном плавильном котле, где тоже есть свои проблемы и конфликты, русско-украинская семья Иоффе пришла к российскому консульству в полном составе. Мой муж из Москвы, я из Киева. Сами понимаете, какую иронию это имеет в нашей семье. У моих детей одна бабушка в Москве, другая в Киеве. Вот, поэтому все это очень больно и несправедливо. Поэтому мы здесь как бы за всех. И за русских, и за украинцев, и за мир во всем мире. На 67-й улице и Лексингтон-авеню другая группа активистов собралась, чтобы идти маршем к российскому представительству при ООН. Акция организована американской русскоязычной правозащитной организацией, Пушкинским обществом Америки, организацией русскоязычные американцы в поддержку Украины. Язык ненависти, разжигавшийся в официальной государственной прессе по отношению к Америке, инакомыслящим, Украине и другим группам и странам. Он играет свою роль, люди гибнут. Ну, это мое мнение, что Путин несет ответственность за это убийство, если даже не прямо, то косвенно, потому что если власть позволяет себе употребление словосочетания «пятая колонна», и если накануне люди ходят с плакатами «Смерть пятой колонне», то рано или поздно это должно было случиться, кровь пролилась, это случилось. Группа демонстрантов у российской миссии остановилась и громко дала о себе знать. Константин Чурин соорудил из картона клетку и в ней двигался по улице в знак солидарности с теми, кто в России находится за реальной решеткой. Для того, чтобы их поддержать, чтобы показать американцам, что здесь происходит, чтобы показать людям в России, если они это увидят, что мы их помним и что мы их поддерживаем. В марше вместе приняли участие украинцы и бывшие жители России. «Голос Америки» поинтересовался, что, по их мнению, может сделать диаспора для улучшения ситуации. Номер один – это создать независимые средства массовой информации, чтобы была альтернативная точка зрения, а потом уже помогать развиваться институтам, чтобы люди с американским, просто с иностранным образованием, да, не обязательно с американским, с видением, что происходит в мире, ехали в Россию, помогали вот там людям восстанавливать Россию. И после этой акции в Манхэттене представители русскоязычной и украинской общин вместе собрались и отправились вот в общественный центр в Центральном парке, чтобы обсудить, как они дальше могут работать и взаимодействовать. Юля. Спасибо, Виктория Купчинецкая, наш корреспондент в Нью-Йорке. И в Вашингтоне активисты, среди них бывшие жители России и Украины, собрались напротив посольства Российской Федерации, несмотря на непогоду. С представителями диаспоры пообщалась Ануша Витисян. Я знаю, что Борис хотел, он занимался актом Магнитского, и он хотел, чтобы Бастрыкин был в этом списке. И сейчас Бастрыкин будет расследовать его убийство, что, конечно, я не думаю, что какой-то результат будет от этого. Всех запугать не получится, всех перестрелять не получится. Несмотря на то, что мы находимся далеко на другом континенте, мы проводим также работу для того, чтобы демократия в России все-таки восторжествовала. Хотим донести то, что украинцы, в принципе, не против быть друзьями с Россией, с русскими. Но, к сожалению, теперешняя власть в России делает все для того, чтобы нас поссорить. Не Соединенные Штаты, потому что не Соединенные Штаты ввели русские танки на Донбасс и в Крым. Спасибо, что вы пришли сюда. Вы смелые, и вам не безразлична судьба невинных людей. Так горько было это услышать. Он был как-то олицетворением человечности. Ну, достаточно посмотреть на его лицо. Прощание с Борисом Немцовым пройдет во вторник в Сахаровском центре в Москве. Бориса Немцова похоронят на Троекуровском кладбище. Это все на сегодня. Программу подготовили «Голос Америки» в Вашингтоне и «Радио Свобода» в Праге. Мы с вами прощаемся до следующего эфира. Сергей? Мы благодарим коллег в Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. А настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.